Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ. Здравствуйте! Доброе утро! Последний день октября начинаем в этой студии мы, Влад Портнов и Асоль Мухамедянова. Сегодня в Америке отмечают Хэллоуин или День всех святых, а у нас в России День сурдопереводчика. Праздник людей, которые делают этот мир доступнее для плохо слышащих и глухих. А у нас впереди много всего интересного. Подробности прямо сейчас. Приятного аппетита! Готовим запеченные яблоки. В стиле. Без операций и реабилитации. Как исправить неидеальный нос с помощью уколов. Форма. Кардиотренировка дома. Нужна только скакалка. 31 октября – день, когда не лишним будет задуматься об экономии. Причем не только денег, но и нервов, природных ресурсов и сил. Сегодня во всем мире отмечают пока еще малоизвестный праздник – Всемирный день экономии. Давайте узнаем подробнее об этом дне. «31 октября отмечается Международный день экономии. Этот праздник родился на Первом международном конгрессе сберегательных банков в 1924 году. Экономия денег, их правильное распределение и сбережение – одна из животрепещущих тем, пожалуй, для каждого человека. Если у вас уровень доходов позволяет, рекомендую делить на 3 части ваши доходы. Треть отправить на текущее потребление, треть на резерв каких-то расходов долгосрочных, на пенсию, а треть копить на какие-то ежегодные расходы в виде отпуска или какой-то покупки относительно крупной. Вот, если вы сможете выдержать вот эти правила 3 кошельков, то тоже это будет большим плюсом. Путь к сбережению средств начинается с анализа текущих расходов и понимания, куда утекают деньги, а также с составления личного финансового плана. Благодаря этой работе денежные потоки будут систематизированы, и в них обязательно найдется место для накоплений и приятных трат. Очень важно сформировать резерв на непредвиденные расходы. Это, примерно рекомендуется от 3 до 6 месяцев, которые вам надо на и самый минимальный расход, который вам надо на текущую жизнь, их держать как неприкосновенный запас и не тратить ни в коем случае, держать их на тот случай, если вы работу потеряете или там же лечение надо будет срочно проплатить. Это должен быть резерв. И очень важно беречь себя от спонтанных покупок. Если вы собираетесь в магазин, напишите заранее, что вам надо, и покупайте только по этому списку, не отклоняясь куда-то. Тогда вы действительно сможете защитить свои деньги, потому что спонтанные покупки, они, как правило, очень дорогие и ненужные бывают. Стоит помнить, что экономия относится не только к деньгам. Тайм-менеджмент поможет сэкономить время, а дисциплина и режим дня сберегут ваши силы и здоровье. Доброе утро! Ах, как хорошо было бы, если бы всего у всех было в достатке. Вот чего бы не пожелала, оно вот и готово. Ну, для дам есть вариант. Ну, например, удачно выйти замуж. Правда? Думаешь? Именно об этом, казалось бы, привычном, но на самом деле сложном действии поговорим со свахой Лилей Давлетшиной. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ляля. А зачем нужны свахи сейчас? Ведь, мне кажется, все чаще и чаще люди знакомятся через интернет. Совершенно верно. Сейчас очень популярно знакомство через интернет, но, тем не менее, это все-таки двояко, так как, когда знакомишься через интернет, ты совершенно не видишь человека, собеседника, с кем переписываешься, с кем общаешься. И мне кажется, здесь могут быть очень такие неожиданные, неприятные сюрпризы. Большие подвохи. Да, и большие подвохи, да, совершенно верно. А когда человек приходит непосредственно к свахе, сваха проводит сначала ознакомительную беседу, то есть как психолог, здесь уже ничего не скроешь. То есть с каждым С каждым, поговорили, да, индивидуально, конечно. и уже подбираете да. потом, И да? уже, да, подбираем, Интересно. да.
хорошо. Кого больше в вашей картотеке, мужчин или женщин? Не поверите, поровну. Примерно поровну. Я так не считал, конечно, не веду подсчет, но каждый день обращаются мужчины, женщины разного возраста, девушки, парни. И если вот посмотреть даже вот так вот, ну, как говорится, примерно, то поровну. То есть мужчины перестали стесняться? Мужчины не то чтобы перестали стесняться. Мне кажется, большинство мужчин, которые как раз-таки немножко стесняются и застенчивые, они приходят как раз к свахе. Ну, то есть, смотрите, мы как-то здесь половую доминанту не можем выделить, да? Но, может быть, какие-то социальные, возрастные рамки есть? Кого больше? Кого больше? Больше людей, имеется в виду по возрасту. Да. По возрасту обращается больше, ну, 30 с чем-то лет, вот 40 с чем-то лет. Да, такой, средний да? возраст такой, зрелый возраст. Когда да. уже через Да, интернет сложно познакомиться. Достаток средний, низкий, высокий? Знаете, вообще разные. То есть есть, ну, конечно, это немножко такой секрет, да? Чуть-чуть приоткрыть. Чуть-чуть. Мы же да, имена не называем. Да. Но есть, в общем, и педагоги, есть врачи, есть люди, которые работают где-то в министерстве. Даже И так, да, Так, совершенно интересно. верно. То есть совершенно разные. Ну и есть просто рабочие. А каких женщин чаще зовут замуж? Вот ваше наблюдение. Чаще зовут замуж все-таки женщин, которые уже созрели для семьи, созрели не так: ой, я хочу замуж, там, да, я готова сегодня выйти замуж, нарожать там кучу детей. Нет, женщина внутри себя, то есть внутреннее состояние, она должна быть готова уже выйти замуж, создать семью, и все-таки это ответственность. Кстати, вот про ответственность и дальнейшее развитие семьи. Вы отслеживаете как-то? Как много разводов? Это, мы понимаем, что это как бы антиреклама будет, но тем не менее Нет, не 0%. почему же? Ну вот есть, конечно, пары, которые сходились и расходились, да, но, слава богу, таких очень мало. Как правило, у всех все хорошо. То есть это вы сейчас даете гарантию того, что если мы находим семью с помощью свахи, то шансов на долгую совместную жизнь больше? Я думаю, да, потому что я все-таки с ними общаюсь. Хорошо. А каких жен выбирают состоятельные, успешные мужчины? Состоятельный, успешный мужчина в первую очередь выбирает культурную, образованную, обязательно с высшим образованием, да. Ну и самый главный критерий – без вредных привычек. А дети? Наличие детей кого-то пугает? Наличие детей для кого-то важно, для кого-то не принципиально важно. То есть это такая более-менее индивидуальная, да, ситуация? Когда Да, каждый это выбирает? совершенно верно, индивидуальная ситуация, потому что, ну, честно скажу, вот есть в картотеке такие люди, как вдовцы, да, то есть довольно-таки обеспеченные, все у них хорошо. Ну, бывают разные случаи, умерла жена, да, какое-то время, естественно, там погоревал, жизнь-то продолжается. Да. А такие мужчины, может быть, не очень адаптированы, скажем так, в социальной жизни, и им сложно познакомиться, выйти на улицу, подойти к девушке и сказать: Ну, да, пойдем-ка, да. Если мы дорогая, говорим про замуж. занятого человека. Я думаю, какого-то. да, потому что у них уже есть дети, и они большую часть своего времени проводят с детьми. Да. Что делать женщинам, которые, ну, тоже вот состоялись как профессионалы в профессии, да? Бизнес-леди, да? Бизнес-леди, у них есть дети, но вот в личной жизни никак не складывается, а вот выйти и сказать: вот я одинокая женщина, ну, стесняются немного. Что посоветуете? Такие тоже приходят, да? Ну, если сравнивать бизнес-леди и мужчин, которые занимаются бизнесом, конечно, мужчин таких обращается больше, да? Вот. Все-таки бизнес-леди, они немножко, наверное, стесняются, Ну, что ли, стыдно, да, наверное, стесняются, признать, что я да. одинока. Но такие тоже есть. Есть такие случаи обращения. Стараемся помочь всем, но с ними немножко сложновато. Поработать надо. В общем, шансы есть у всех. Главное не стесняться и Да. искать свою вторую половину. Совершенно Если верно. проблемы, то обратиться к свахе. Да, хорошо. Ну и хорошо. потом сваха работает еще как психолог, об этом тоже не стоит забывать. То есть, еще и если поговорить какие-то можно. барьеры, да, я помогаю это убрать. Все, надеемся, что если у вас есть какие-то проблемы в личной жизни, то вы теперь поняли, как их решать. Спасибо большое. Хорошего дня. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. Здравствуйте, наша программа продолжается, и время узнать, что нашептали вам и нам звезды.
Овны, сегодня можете успешно осуществить различные торговые сделки, даже рискованные, ну а в личной жизни тишь и благодать. Тельцы, день может оказаться удачным для заключения новых договоров, деловых переговоров. Но будьте бдительны и не принимайте на веру никаких обещаний. Близнецы, сегодня вы сможете стать хозяином положения или, напротив, будете зависеть от настроения и поступков окружающих людей. Не забывайте о тех, кто помогал вам когда-то. Самое время вернуть этот моральный долг. И материальный тоже. Да. Раки, лучше провести этот день где-нибудь вне дома, например, у друзей, родственников. Не забывайте об обещаниях, данных детям. Самое время их выполнять. Лев. Жизненный потенциал высок. Хороший день для физических нагрузок, начало нового дела, строительства, ремонта. В первой половине дня суета несколько затормозит достижение целей. Девы, постарайтесь решить все вопросы утром, так как вторая половина дня может оказаться тяжелой. Успехи в личной жизни весьма сомнительны из-за конфликта с партнером. Не ссорьтесь. Мы продолжаем, и сейчас у нас время готовить. Для приготовления этого простого, но очень вкусного десерта вам понадобится 30 граммов грецких орехов, 40 граммов кураги, 10 граммов мускатного ореха, столько же корицы, 1 столовая ложка меда и 20 граммов изюма. Этих ингредиентов хватит для 3 запеченных яблок среднего размера. Лучше, если они будут сладкого сорта. У яблок аккуратно вынимаем сердцевину при помощи ножа, так чтобы не повредить донышко. Сухофрукты с орехами измельчаем в блендере. Добавляем мускатный орех, корицу и мед. Смесь тщательно перемешиваем и заполняем ею углубления, которые заранее сделали в яблоках. Ставим яблоки в форму для запекания. На дно заливаем полстакана воды. Отправляем яблоки в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем, пока яблоки не станут мягкими. Не забываем время от времени поливать яблоки сиропом, который образуется на дне формы. Готовые яблоки можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита! Продолжим тему еды, но уже с точки зрения экономии. Самый экономичный режим работы холодильника – это температура плюс 5 градусов в зоне хранения продуктов и минус 18 в морозильной камере. Увеличение температурного режима всего на 1 градус увеличивает расход энергии на 5%. Поэтому используйте кнопку для быстрой заморозки только по необходимости, поскольку в этом режиме расход электроэнергии увеличивается уже на 55%. Ну а еще знаете, что частое открывание двери холодильника и морозилки тоже увеличивает расход электроэнергии на 15-20%, а в старых агрегатах даже на 50%. В общем, открывайте холодильник как можно меньше. Ну, вот это вот к тем людям, которые подходят, проверяют, появилось что-то новое. Нет, не появилось. Так будет и экономия, ну и стройнее будете, в общем-то. Меньше еды, меньше отходов. Кстати, наши юные эксперты на этот раз рассуждают как раз о мусоре. Мы расскажем вам про мусор. Если ты идешь по улице и видишь мусорное ведро, и все, что там лежит, это мусор. Например, банан – это еда, а кожура – это мусор. Кукла – это игрушка, а коробка, в которой она была – это мусор. Конфетка – это вкусняшка, а фантик – это мусор. И вообще, когда любая вещь сломается, она превращается в мусор, и у нее появляется новый дом – это мусорка. Мусор есть везде. В мусорке, в мусоровозной машине. И даже у меня в кармане тоже есть мусор. Бумажки старые и маленькие бутылочки. Мусорку руками
лучше не залезать, а то мусорка грязная и вонючая. И потом будет 3 часа мыться или 5. Мусор – это грязь вонючая. Она лежит в мусорке. А в мусорку выбрасывают некоторые ненужные вещи. Если конфета продается, то фантик – это не мусор. А если конфету съесть, то фантик – это мусор. А если я хочу поиграть с конфетой, то фантик превращается в игрушечную конфету. Мусор – это бутылки без ничего, коробки пустые без ничего, сломанные игрушки и старое яблоко или дохлый банан. Их выкидывают на свалку, и их потом зацепляют землей. Мусор есть везде, только в космосе их нету, потому что там нет людей, а космонавты и инопланетяне есть. Только их не видно. Вот что объединяет и детей, и взрослых? Мы все любим подарки, мы все любим побеждать. Настало время розыгрыша в нашей программе. Вот эти билеты на концерт Авраама Руссо в Корстоне 2 ноября достанутся тому, кто знает, за какую песню певец получил золотой граммофон. Награда одной из самых престижных церемоний российского шоу-бизнеса. За какую песню? Звоните 570-50-75, и, возможно, именно вам достанутся эти пригласительные. А у нас сейчас время делового завтрака, и будем ждать правильных ответов. Доброе утро, друзья! С вами Гульнара Махмутова. Значит, время делового завтрака. Сегодня мы в ресторане школы 132 и будем говорить о делах архива. Вместе с заместителем директора Госархива Республики Татарстан Ильдаром Фаритовичем Шафиковым. Ильдар Фаритович, доброе утро. Скажите, пожалуйста, чем тот или иной документ должен заслужить право попасть в архив? Методология приема, она бывает разная. Есть, допустим, организации, которые называются источники комплектования. И у них есть, соответственно, документы, которые бывают временного срока хранения, постоянного срока хранения, которые они нам сдают. Очень хотелось бы узнать, какие вот именно документы попадают в архив. На самом деле наш архив – это классический архив, я думаю, управленческой документации, колониальной документации. Основная масса наших документов – это документы XIX века и документы советского времени органов исполнительной власти. Я представляю, что все документы в архиве разложены по папочкам. И есть ли какое-нибудь современное оборудование, современные технологии, которые работают в архиве? Папочки есть, документы никуда не делись, они хранятся на стеллажах. Другое дело, что у нас есть целая система, единая архивная информационная система, которая из себя представляет гигантскую базу данных, в которой по мере мы загружаем вот образы тех самых документов, чтобы старые документы в первую очередь, или документы, которые мы часто используем, которые быстро изнашиваются, мы их не потеряли. Они туда загружаются, и со временем мы обеспечим доступ даже удаленный, и можно будет из дома прямо заниматься в архиве, не приходив в сам архив. Я бы хотела установить свою родословную. Может ли мне в этом помочь архив? Это вообще совершенно без проблем. Есть у нас целый корпус документов, и не один, который связан именно с генеалогией. Основной массив документов, если говорим мы про православных, он относится где-то с конца XIX века до середины XVIII века. По мусульманам чуть поменьше получается. Там где-то до, получается, весь XIX век. Друзья, я надеюсь, что вы много слышали о департаменте продовольствия. Каждый, кто учится в школе, знает об этом. И если хотите поподробнее узнать о его работе, обязательно загляните на страничку в Инстаграм. Ну а сегодня департамент приготовил к нашему завтраку вкусные и полезные блюда. Предлагаю подкрепиться перед началом учебного и трудового дня. Всем приятного аппетита! Наш деловой завтрак подошел к концу. Спасибо большое, Ильдар Фаритович, что уделили нам время. Желаем нашим старшеклассницам отличных оценок, а телезрителям хорошего дня. Хорошего дня всем. Но вот как-то Авраам Руссо поставил всех в ступор, потому что ни одного правильного ответа еще не было. Друзья, все гораздо проще, чем кажется. Итак, еще разок. У нас есть 2 билета на 2 ноября, концерт в Корстоне, Авраам Руссо. Мы отдадим эти 2 билета тому, кто знает, за какую песню Авраам получил золотой граммофон. 570-50-75, дозванивайте скорее, отвечайте на наш несложный на самом-то деле вопрос и получайте ваш выигрыш. Достаточно просто ассоциации включить, и тогда сама песня как бы всплывет, вы ее вспомните. Сейчас у нас небольшой сюжет спортивный о том, как устроить кардиотренировки дома. Просто прыгаем со скакалкой.
Прыжки на скакалке – это лучшее кардио в домашних условиях. Эффект от тренировки со скакалкой зависит от интенсивности прыжков. Чтобы достичь результатов в похудении, необходимо выполнять не менее 70 прыжков в минуту. За 20 минут тренировки вы потратите примерно 200 калорий. Тренировка состоит из 4 видов прыжков. Каждое упражнение выполняйте в течение 1 минуты. Одиночные простые прыжки. Самый простой вид прыжков со скакалкой. Новичкам начинать лучше именно с такого упражнения. Руки согнуты в локтях и находятся на уровне бедер. Ноги слегка согнуты в коленях. 1 круг скакалки, 1 простое подпрыгивание. Приземляйтесь на мягкие колени. Прыгайте на носках, пружиньте. Прыжки назад. Классические прыжки на 2 ногах, но скакалка вращается назад. Не забывайте о коленях. Они все время должны быть немного согнуты. Дышите глубоко. Прыжки на 1 ноге выполняются или сериями, к примеру, 10 на правой и затем 10 на левой, или подходами 100 на правой, затем 100 на левой. Также можно разграничить по времени. 30 секунд на левой и 30 секунд на правой ноге. Прыжки в стороны. На первом вращении скакалки необходимо прыгнуть влево, на следующем вращении – вправо. Не старайтесь подпрыгивать высоко, ноги слегка отрываются от пола. Вращайте только запястьями и не размахивайте руками до локтей, и тем более до плеч. Отдохните 1 минуту и повторите все упражнения еще 4 круга. Результатом станут не только стройные ноги, профилактика целлюлита и необходимая нагрузка сердечной мышцы, но и отличное настроение. Будьте в форме! А мы принимаем звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Гульназ. Очень приятно. Итак, вопрос. За какую песню Авраам Руссо получил премию «Золотой граммофон»? Вы точно ее знаете? Пожалуйста. Как она называется? Да, эту песню знаю. Подождите. Там 2 строчки, пожалуйста, процитируйте из этой песни. Спойте. Давайте я спою. Знаю. Не помню, но знаю. Не совсем так. Нет. Слушайте. Знаю, я скоро тебя потеряю. Ладно, в общем, это и многие другие песни вы слышите 2 ноября. Мы вас поздравляем в Корстоне. Концерт Авраама Руссо. Ура! Рады за вас. Сейчас расскажут, как забрать. Не в моем исполнении только. Ну, ладно. Если вы решили сегодня остаться дома, то не выключайте ТНВ ни в коем случае. Потому что на нашем канале много всего интересного. Азнакаевский район расположился на юго-востоке республики, ныне один из центров нефтедобывающей промышленности, а раньше загадочная Юрмейле. Земля, населенная кочевниками, потомки которых до сих пор живут среди нас. Каравай сегодня в 13:00. Лилиана Ирназарова – красивая женщина и многогранная личность. Поет, ведет, режиссирует и готовит. Это все мне? Это чай и к чаю. Вместе с Русланом Шарафудиновым они приготовят голубцы по-татарски и королевскую ватрушку. То есть 2 блюда будем готовить? Постараемся. Я тоже очень постараюсь вам помочь. Сегодня в 14:00 на ТНВ. Они собрались здесь, чтобы поделиться своими рецептами здоровья, а также советами по воспитанию детей и ведению быта. Фарида Габитова в гостеприимном доме Закировых. Здоровая семья, мама, папа и я. Смотрите сегодня в 14:45 на ТНВ. Мы продолжаем и сейчас поговорим о погоде. О чем еще говорить в последний день октября? Ну, конечно. Сегодня, да, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Осадки маловероятны. Температура воздуха днем от 0 до -1. К вечеру похолодает до 6 градусов мороза. Ветер умеренный, атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха повышенная. Кстати, в первой половине дня ожидается магнитная буря, но уже во второй половине дня все будет хорошо.
Вот узнаем, что такое магнитная буря, а что такое немагнитная буря. Будет возможность сравнить, да, состояние до обеда и после. 1 ноября потепление начинается. Замечательно. Это все к праздникам. У нас там впереди длинные праздники, но о них мы еще поговорим. Теперь главные новости Татарстана можно узнать раньше новостного эфира. Подписывайтесь на наш новый News Instagram-канал. Актуальная информационная картина дня на страницах сообщества ТНВ в Инстаграм и ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где вы можете оставить интересующие вас вопросы, на которые мы постараемся ответить в последующих наших программах. У нас сейчас небольшая реклама, после чего у нас еще будет много полезной, интересной информации, а еще будет котейка. Оставайтесь на ТНВ. Как работает реальная экономика. На ТНВ по понедельникам в 22:10. Мы желаем вам доброго утра и продолжаем. Ученые из английского Рейдингского университета и Королевского общества растениеводства опубликовали результаты совместных исследований по вопросу, какие растения должны быть в каждом доме. Исследователи протестировали 7 самых популярных видов комнатных цветов, изучив их влияние на качество воздуха внутри дома в зависимости от уровня освещенности. Тест показал, что чем лучше освещены комнаты, тем эффективнее растения поглощают углекислый газ, обогащая атмосферу кислородом, и тем больше влаги они выделяют, повышая относительную влажность воздуха в доме. При этом самыми неприхотливыми в плане уровня освещенности оказались спатифилум и плющ обыкновенный. Посмотрите на свои домашние растения, возможно, это они. Они даже при недостатке света лучше остальных справились с выделением кислорода и увлажнением воздуха. Продолжим мы также полезными советами, правда, из другой сферы – сферы красоты. Редкий человек доволен своей внешностью на 100%. А какая женщина не мечтает о красивом, изящном носике? Кому-то не нравится длина, кто-то недоволен формой, а другие пытаются избавиться от врожденных дефектов. Большинство этих проблем можно исправить без ножа пластического хирурга. Так, у вас горбинка носа, еще плюс асимметрия, то есть нос, он идет в одну сторону, то есть он не прямо идет. Это все можно, естественно, исправить с помощью косметологических процедур. В отличие от ринопластики, безоперационная коррекция проводится без использования общей анестезии. Риск для здоровья, который всегда есть при использовании общего наркоза, в данном случае исключен. Мы с помощью гиалуроновой кислоты можем исправить ваш носик. Он будет полностью гармоничный, полностью симметричный. И это будет очень красиво на вашем лице и гармоничным. Мы колем над горбинкой и под горбинкой носа. И нос мы выравниваем. Каждый носик, он индивидуальный. И нужно смотреть, где мы восполняем объем, чтобы нам скорректировать асимметрию. То есть, когда нос смотрит либо влево, либо вправо. Формируется носик 2 недели. В течение 2 недель мы будем смотреть, нужно нам потом еще препарат или нет. После процедуры нельзя баня, сауна, солярия, а потом все можно. И ношение очков в течение недели тоже нежелательно. Противопоказанием к данной процедуре является это лактация, беременность, гепатит ВИЧ, туберкулез, также гемофилез и заболевания крови, инфекционные заболевания. Реабилитационного периода не требуется, сразу после процедуры вы можете вести свой привычный образ жизни. Посмотрите, какой результат. Здесь горбинка выпрямлена, носик приподнялся, асимметрии уже нет, он прям прямой. Филлер – это синтетический гель, основу которого составляют кальций или гиалуроновая кислота. Такой гель – своего рода имплантант. Он абсолютно безопасен для организма человека. Нет, пожалуй, меня мой нос устраивает. Симпатично, без горбинки. Это какие-то страшные вещи показываете. На что женщины только не идут ради красоты? Полезно это, красиво. Ладно, мы про другую сейчас красоту поговорим, про дачную красоту. Завтра у нас ноябрь, многие уже закрыли дачный сезон до весны. Многие, кроме нашего корреспондента Владимира Золотцева. У него на огороде еще очень много дел.
Озимые овощи. Слышали о таком? Это означает, что семена моркови, редиса, укропа, петрушки можно высевать осенью. Это дает следующий эффект. Семена закаляются при небольших заморозках, соответственно, выживает сильнейший. Во-вторых, талые воды весной позволяют семенам взойти быстро, и у них есть питание. Ну и самое главное, вы получите урожай намного раньше, чем остальные садоводы. Что мы должны сделать? Первое – это грядка. Вот в такую грядку можно посеять семена моркови. Дело в том, что в этом случае нужно будет взять примерно в 2 раза больше семян, чем обычно вы сажаете весной. Потому что все-таки многие семена могут погибнуть, если будут сильные морозы зимой. Из минусов только один. Посев семян под зиму закончится неудачей, если просчитаться со сроками. Итак, сажаем перед самыми морозами. Даже желательно, когда уже почва немножко заморозками прихватится. Досадим. И тут важно подготовить заранее теплую землю. Грядку нужно выбрать повыше, на солнечной стороне, и разбавить почву торфом или песком, внести удобрения. Очень важно бороздки укрыть теплой землей. Ее можно взять из теплицы, если он у вас есть. В этом случае семена не промерзнут. И обязательно нужно замульчировать, то есть накрыть соломой, ветками, чтобы было потеплее. Чтобы получить еще более ранний урожай, можно посадить наши семена в теплицу. Правда, в этом случае мы можем посадить только укроп, лук или редиску. Потому что главное в том, что в теплице она вырастет, и до 1 мая вы уже соберете готовый урожай. Разница посадки озимых овощей и зелени в открытую грунт и в теплице лишь только в том, что нужно выдержать более поздние сроки. В теплице теплее, соответственно, скорее всего, это будет где-то ближе к середине ноября. В этом случае уже теплую землю не надо. Можно будет просто это все рассыпать. Например, вот укроп. Затем забороним. И тут самое главное следующее. Как только у нас выпадет снег и будет устойчиво лежать, вероятно, это уже будет к началу декабря, нужно приехать на дачу и укрыть эту грядку снегом. Но рано или поздно и Володя закроет дачу на зиму, как это уже сделали многие садоводы. Люди покидают садовое общество, почему-то оставляя в них домашних животных, обрекая на верную смерть. Это ужасная ситуация. И в нашей студии гость – это Дарья Райок, активистка общественной организации «Зоозабота». И главный гость – кот Зефир. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я не знаю, мяу-мяу-мяу. Скажите, пожалуйста, Зефир до сих пор ищет дом или уже все хорошо у него? Зефира я подобрала 1,5 года назад. Изначально я планировала искать ему дом, но он так органично вписался в нашу семью, подружился с собаками, что, в общем-то, он остался. Ну, давайте мы сейчас плавно свяжемся с темой, да, с которой мы начинали. Многие оставляют животных на дачах или просто, если им что-то разонравилось, просто оставляют животных на улицах. Как с этим бороться, как объяснить людям, что нельзя? Это живое существо. У нас вообще в обществе проблемы с ответственностью, по-моему, в последнее время. Нам постоянно кажется, что кто-то придет и за нас сделает. Кто-то придет за нас, уберет мусор, да. Кто-то придет за нас, уберет в подъезде, кто-то придет и за нас заберет наших животных, за нас будет решать проблемы, которые у нас возникли. Мы этого делать не хотим. Я не знаю, честно, как с этим бороться.
Говорить об этом, да, но, к сожалению, опять же, к сожалению, у нас в последнее время работает только то, что идет сверху. То есть, когда у нас государство будет выделять больше времени и денег на социальную рекламу, где будет говориться просто об ответственном отношении к животным, большинства проблем не возникнет у людей. То есть не будет брошенных котят, потому что нужно говорить о стерилизации домашних животных, что это правильно, что это нормально, что это гуманно, и так делают во всем мире. Нужно говорить о том, что любая проблема животным, она решаема. Есть сейчас огромное количество специалистов, зоопсихологи, фелинологи, они доступны, ветеринары. Любая проблема решаема. Нужно просто немножко... То есть давайте сейчас мы проговорим этот момент, да, по поводу решаемости проблемы. Вот, допустим, родители купили своему ребенку собачку или котенка. Он лето побаловался. Да, лето побаловался, поигрался с ним и разонравилось. Что делать? Ну, это как раз вопрос ответственности. Когда вы покупаете животное, вы его покупаете не ребенку. Ваш ребенок не работает, он не будет тратить на него деньги. Ваш ребенок ходит в садик, он ходит в школу. У него совершенно другие обязанности. Когда вы заводите животное, нужно понимать, что вы заводите его в первую очередь себе, и ваш образ жизни полностью поменяется. И ребенку, опять же, нужно внушать, что он за него в ответе. Безусловно, но не ребенок, как правило, принимает решение о том, что окошечко мы оставим на даче, не ребенок. Ребенок это видит. Конечно. Ребенок это запомнил. Хорошо, а есть другая категория людей, вот они увидели брошенное животное, они начинают звонить тоже в зоозащиту, зоозаботу, и говорят: спасите, помогите. Это правильно вообще? Ну, тут немножко вопрос неправильный. Очень здорово, что они звонят, но вопрос формулировки. То есть, да, формулировка «спасите, заберите», она не то что неправильная, она бессмысленная, потому что нужно понимать, что зоозащитная организация – это всегда... Волонтеры? Это волонтеры, это, как правило, 2-3 человека административная единица и 5-6 человек постоянных активных членов этого общества. Все остальное – это волонтеры, которые каждый помогает по мере своих сил. У нас нет муниципальных приютов. Ни одной зоозащитной организации не выделяет деньги ни республика, ни муниципалитет. Абсолютно те зоозащитные организации, у которых есть собственный приют, они содержатся на собственные средства и на пожертвования. Поэтому, если у вас кошечка родила на даче, это ваша ответственность. Никто не приедет и не заберет ваших животных. Берите, спасайте. Мы можем подсказать, как это сделать. У каждой зоозащитной организации есть договоренность с рядом клиник, где можно льготно осмотреть животное, где также со скидками предоставляется ряд услуг. Мы можем подсказать алгоритм, как пристраивать животное. Да, как это сделать? Ну, собственно, да, с самого начала мы видим, давайте возьмем простой котика на улице. Вот в подъезд выхожу, и вот кошка окатилась, и что делать? Ну, в первую очередь, вы берете все это хозяйство и несете к ветеринару, потому что, безусловно, первое – это ваша безопасность, это безопасность ваших детей, безопасность тех животных, которые у вас уже есть в доме. Ветеринар вам должен сказать, что осмотреть, что нет, ну, в первую очередь, лишая, такая вот самая распространенная штука, инфекционных заболеваний. И дальше, в любом случае, к сожалению, невозможно пристройство без передержки. Передержек в городе не хватает. Повторюсь, что приютов, которые заберут животное, откуда будут пристраивать, их нет. Они все, что есть, оно частное и оно переполненное. Поэтому вы берете животное к себе и в идеале изолируете его хотя бы на 2 недели. Балкон, клетка. То есть, опять же, чем может помочь зоозащитная организация в этом вопросе? Мы можем помочь вам найти клетку. Вы можете на наших ресурсах разместить объявление о том, что вы ищете передержку, то есть за денежку, бесплатно. Вот это то, чем мы действительно можем помочь. А дальше вы фотографируете и размещаете. На самом деле никогда не знаешь, где выстрелят. Да. Рассказывайте знакомым, размещайте собственные соцсети. Опять же, соцсети зоозащитных организаций, у нас их несколько в городе. Инстаграм, газета, объявления на улице, объявления в подъезде. Что-то всегда сработает. Если вы хотите помочь, вы берете, помогаете, и у вас получится в любом случае. Мы, как сердобольные новые хозяева, да, хотим найти постоянных хозяев. Как проверить этих людей, чтобы они оказались добропорядочными? Не мошенниками. Ну, в первую очередь, опять же, мы заходим в зоозащитные группы, и в каждой зоозащитной группе есть черный список. И это то, что в первую очередь нужно посмотреть. То есть там есть данные людей, там есть перечень телефонов неблагонадежных людей. Кто, может быть, когда-то брал, отказался как-то неправильно. Потому что такой еще момент. То есть когда
Зоозащитники пристраивают животных, они всегда на связи с хозяевами. И они всегда, во-первых, животные отдаются по договору ответственного содержания, где прописано, что в случае, если у вас что-то не срастается, и даже в случае переезда, аллергии, все что угодно, вы звоните, и ваши животные заберут обратно. Только не на улицу и не кому-то там. Ну, собственно, как проверить, да? Лучше всего, если вы просмотрели по этим черным спискам, там ничего подобного нет, лучше, если человек приедет к вам, познакомиться с этим животным. Пообщавшись с человеком, в общем, нет стопроцентных рецептов, есть интуиция. Да и животное редко ошибается, мне кажется. И на самом деле это да. То есть я могу рассказать миллион историй, когда ну вот просто ты видишь, они вот совпали, и все. И у тебя нет сомнений, что дальше все будет хорошо. Сама, честно признаюсь, пристроила несколько вот так животных, и вот переживаю за них. Будем надеяться, что людей добрых и сердобольных будет как много больше. Давайте еще раз покажем нашим телезрителям замечательного Зефира, и как здорово, что у него появилась такая прекрасная хозяйка. Дарья, спасибо большое. Мы сейчас поговорим про другую тему, но, возможно, я не знаю, гороскоп на животных распространяется, нет? Я думаю, вам будет интересно послушать. Зефир. Кто по гороскопу Зефир у нас? Доподлинно неизвестно. Мы считаем, что лев. Лев. О, да, хорошо. Ну что, сейчас продолжение гороскопа. Весы. Сегодня звезды советуют вам с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность. Домашние хлопоты и проблемы с детьми утомят вас уже в первой половине дня. Ну, возможно, и... Ладно. Скорпионы. Сложный день. Остерегайтесь простуды, иначе начавшаяся сегодня болезнь примет затяжной характер, неблагоприятные поездки и путешествия. Стрелец. Противоречивый день, несущий как положительные, так и отрицательные события. Вероятно, прибыль, но вскоре ее поглотят непредвиденные траты. Козероги. У вас, вероятно, новое любовное знакомство, но не спешите бросаться в омут с головой. У этого романа возможны самые тягостные последствия. Водолеи. Отношения с близким человеком гармоничны, как никогда. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом. Цените момент. Рыбы. То, что любят кошки, да? Рыбы, вероятно, приятное известие, которое заставит вас по-новому взглянуть на свою жизнь. Не торопитесь принимать решения, чтобы избежать ошибки, следует призвать на помощь хладнокровие и трезвый расчет. Наша программа на этом завершается, а вот что увидите завтра. Ребенок и труд. Почему дети должны выполнять простую работу с детства? Приятного аппетита! Готовим блинчики с шоколадом. На заметку, как ничего не забыть. Советы, которые пригодятся каждому. Хорошего дня! С вами сегодня были Асуля Мухамедянова, Влад Портнов. Увидимся завтра на ТНВ. Отличного вам дня! Пока-пока! Черное озеро. По будням в 21:00.